начали обсуждать, как это все решить, в чем проблема, да. Я так скажу, что, во-первых, если мы будем смотреть на суть проблемы, то, как понимаете, проблема не законы, а именно проблема в большей степени связана с разными ценностными системами, подходами, видением. Да? По сути дела, может быть, где-то конфликт ценностных систем на самом деле. Да? Вот. Мне кажется, если мы хотим начинать решать вопрос, а это длительный процесс, понимаете, это касается не законодательства, потому что в Конституции у нас конституционное закрепление прав. И как бы получается, большинство населения, да никто не читает Конституцию, честно говоря. Я, например, редко открываю какую-то страницу, читаю. В основном население, оно или педагоги смотрят конкретные постановления правительства, либо просто устав школы. Правильно? Потому что мы каждый день с чем общаемся. Бывает так, что некоторые моменты, они, если не противоречат, то где-то вступают в противоречие с конституционными уже нормами, правильно, постановлением. То есть первое, необходимо нам привести в порядок постановление правительства даже, 2015 года в соответствии с конституционными нормами. Да? Соответственно, где-то уставы школ, допустим, в общем. То есть еще раз просмотреть просто. Да? Второй вопрос, еще раз я говорю, помимо законодательства, где-то приведения в норму, где-то в соответствии, нам необходимо больше обратить внимание на диалог и на работу чисто просвещения, работу с учителями, работу с семьями из религиозных семей. Вот мы сейчас разговаривали, конкретно уже пришли к определенным, как это можно сделать. Да? То есть я предложил просто о том, что может быть нам отдельно как-то Духовное управление мусульман, Министерство образования, просто где-то собраться, посидеть и подумать о том, что нам важно все-таки принимать превентивные меры. Понимаете? До того, как произойдет конфликт. А именно то, что в Татарстане опыт, может быть, сделать курс, но вести этот курс будет не только в рамках Министерства образования, но курс этот должен быть просвещение для учителей. Мы со своей стороны должны провести какую-то определенную работу по просвещению среди, может быть, населения о том, что у нас, вы знаете, у нас есть такое понятие, как бы сказать, ханафитский масхаб официально, то есть то, что является исторически сложившимся, акида матуридия, то, что некоторые называют салту ислам или традиционный ислам, где по нормам ислама, даже это было обращение непосредственно, многократное обращение и членов Совета улемов, и Азрити Муфти о том, что в наших условиях, в понятии наших традиционного для Кыргызстана масхаба, течения ислама, нам необходимо именно, чтобы наша одежда, наш внешний вид, наша практика религиозная, она соответствовала и не вступала в противоречие с национальной культурой, традициями, что это может вызывать фитну, смуту. Я просто говорю о том, что, например, в одежде, в том же самом покрытии. То есть хиджаб, еще раз говорю, это понятие платка, одежды, которое соответствует требованиям ислама, шариата. То есть это сокрытие волос или тех участков тела, которые называются аврат. Как вы покроетесь? Чем вы покроетесь? Каждый народ, каждая культура, каждый индивидуальный человек выбирает сам. Но главное, чтобы требовать, чтобы она не была прозрачной, одежда, не была обтягивающей, вызывающей, допустим, не привлекала внимания, по сути дела. Вот у нас народные наши традиции, допустим, кыргызские, мы одеваемся, соответственно, нашему обществу, нашим требованиям в обществе. В Пакистане одеваются согласно их национальной специфике. И мы не должны слепо копировать или переносить все действительно чужие культуры или какие-то моменты в Кыргызстан, потому что это вызывает, даже согласно религиозной этике, вызывает больше внимания привлекает. Если женщина одевает, допустим, какую-то одежду, кричащую, и так далее,
или если я сейчас появлюсь в какой-то пакистанской и арабской одежде, то это больше даже привлечет внимание и обсуждение. Хотя по сути у меня требования вот общие. То есть здесь надо искать консенсус. С другой стороны, мы не можем, не имеем права ни по Конституции, даже ни по исламу кого-то осуждать, если человек одевает даже нихаб или параджу. Это право, религиозное право. Если даже человек подражает и носит там длинную бороду или там, я имею в виду пакистанскую одежду, мы не можем запрещать или делать такими мерами, как это делалось до этого, плакаты вывешивали, да, по всему Кыргызстану, это, наоборот, была дискриминация и унижение. То есть необходимо просто просвещать, разъяснять, согласно, что такое, допустим, наш традиционный мазхаб, да, понимание ислама с учетом специфики национальной культуры, климата даже, да, но на это займет время. Нельзя с нас сейчас требовать, например, с духовенства настолько, что, ну, понимаете, после 70 лет атеизма до сих пор вот это сидит у многих в головах еще, да? То есть воинствующий такой атеизм или даже секуляризм. То есть это, мне кажется, работа, но что нас объединяет, это общее понимание ценностей, что мы должны уважать друг друга. Да? Нельзя оскорблять, нельзя заставлять, нельзя запрещать, да? Но потихоньку пропагандировать, разъяснять, это наша работа. Я думаю, помимо вот работы чисто правозащитной деятельности, да, по факту, помимо работы, допустим, с законами, где-то здесь я не согласен, допустим, вот в той же самой, где можно решить вопрос, это длину юбки, да, вот, максимальная длина, да, просто это слово только убрать, и уже много что решится. Но в большей степени, мне кажется, нам нужно работать совместно, больше в просвещении, в разъяснении именно, да, с обеих сторон, как и для преподавательского состава, для светского, ну, части, да, также и в сугубо вот религиозной сфере больше как бы тоже разъяснять, но это должно быть очень мягко, понимание, потому что у нас в будущем очень большие вызовы. Эти вызовы касаются вообще вопросов радикализации, единства общества, потому что есть крайности. Нам нельзя слушать, если мы будем молчать и не будем вести диалог. Будут говорить вместо нас крайние, радикальные силы. Да? Я имею в виду с обеих сторон. Как и крайние радикалы со светскими взглядами, как также и радикалы с определенными религиозными взглядами. То есть я думаю, здесь было бы неплохо, что присутствовали все органы власти, потому что это очень серьезно на самом деле. Мы этот вопрос изучали, поднимали сколько раз, да? Но проблема она тянется десятилетиями. Дальше уже не было, потому что дальше уже это будет затрагивать. Мы бы не хотели бы, чтобы наши граждане видели часть граждан была, я бы сказал бы, откинута или когда мы отталкиваем их, да? Мы маргинализируем большую часть граждан. Ни в коем случае. То есть мы должны, мне кажется, работать вместе и конкретно сделать план, да? Разделить группы, как это мы должны работать. То есть, я бы сказал, сделать такое предложение, чтобы мы говорили, сейчас выносили предложение, как мы можем делать. Да? О том, что диалог нужен, это действительно это реальность. А как его делать, это вопрос уже ко всем вам. Можно